Глава 4. Будущее воинственной церкви. Сейчас самое время для церкви в сражении против дьявола перейти в наступление. В Евангелии от Матфея в 16 главе 18 стихе мы видим, как Иисус разговаривает с Петром. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Имя Петр, по-гречески Петрос, значит камень, скала или человек-скала. В следующей фразе Христос использует слово «Петра» на этом камне, слово женского рода, обозначающее «скала», но не имя. Христос использовал игру слов. Он не сказал «на тебе, Петр», или на твоих последователях, но на этой скале, камне, на этом божественном откровении веры во Христа. Словосочетание «я построю» показывает нам, что формирование церкви было делом будущего. Оно началось в день Пятидесятницы. Слово «церковь» появляется только в Евангелии от Матфея в 16 главе 18 стихе и в 18 главе в 17 стихе. Кто же эта скала? Эта скала есть Христос. Истинная церковь строится на Христе, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Читаем об этом в первом послании к Коринфянам, 3 глава, 11 стих. И интересно то, что церковь все еще была в будущем, когда Иисус говорил эти слова Петру. Церковь реально начала свое существование после смерти, воскресения и вознесения Христа и после того, как был послан Дух Святой. Когда Христос говорил «Я создам церковь мою», это было еще в будущем. Я слышал, что военные говорят о войне как об аде. Когда духовно воинствующая церковь придет в движение за Господом Иисуса Христа, христиане узнают, что для них бой – такая же реальность, как об этом говорят военные. Дьявол призовет все свои силы против церкви, которая борется с грехом. Но мы знаем конец этой истории, мы читали Великую книгу, и Иисус обещает, что врата ада не одолеют ее. Церковь побеждает. Будущее церкви очень важно. Дьявол ненавидит церковь. Церковь ненавистна людям этого мира с их системой образования, самыми различными формами средств массовой информации, разными группами и организациями гуманистической ориентации. Многие люди Америки сегодня воспитываются в неуважении к церкви. Некоторые из них даже никогда не были внутри церкви. Но я верю, что сейчас время агрессивно выступить против дьявола, против греха, против каждого врага праведности, против всего того, что противоречит воле Бога. Это значит обращаться к молодым людям, охватывая их мощными церковными программами и делами, которые привлекут их. Церковь, у которой нет видения, чтобы идти вперед и работать с молодежью, не воинственная церковь. Удивительно, что люди все еще боятся коммунизма, хотя он рушится на наших глазах. Потребовалось всего 70 лет, чтобы коммунизм полностью изжил себя. В Эстонии мы сняли самый большой концертный зал, величественное красивое здание. Из КГБ в Москве позвонили директору этого зала, которая сдала его нам. Они сказали: «Мы слышали, что евангелисты и его группа, которые были в Ленинграде, приехали к вам». Директор сказала: «Да, они здесь». «Мы слышали, что вы сдали им в аренду центральный концертный зал». «Да», — ответила она, — «это правда». «Почему вы это сделали?» — спросил звонивший. «Это не ваше дело», — ответила она и повесила трубку. Всего несколько лет назад ей бы просто оторвали голову за это. Но она рассмеялась и сказала: «Я просто сказала им в Москве, что их не касается, что я делаю. Я здесь директор». У нас было столько народу на собраниях, что сотни людей просто не поместились.
Россия может думать, что ее стратегия свободы оттягивает время, но состояние экономики в коммунистических странах доказывает, что коммунизм провалился. Церковь должна быть готова заполнить вакуум. Мы не можем достичь этой цели оборонительными операциями. В церкви, на работе или даже дома ты не можешь победить в духовном сражении, придерживаясь оборонительной стратегии. Наступайте вместе с Богом. Скоро церковь должна будет наступать вместе с Богом, и нам предстоит научить свои семьи тому, какими их хочет видеть Бог, потому что церковь – это люди. Люди в церкви должны будут встать и отвоевывать у дьявола каждый сантиметр занятой им территории. Он не может связывать церковь или ваш дом, если только вы сами этого не допустите. У нас очень много церквей, тяжелых на подъем. И если вы собираетесь оставаться тяжелыми, то вам не нужно никакого оружия. Все, что вам нужно, это подушка, чтобы вы могли немножко поспать. Очень многие христиане все время просят: помолитесь за решение моих проблем. Те, кто постоянно выходят вперед для молитвы и молятся очень долго, в большинстве своем обороняющиеся люди. Но сейчас такое время, когда каждый из нас становится солдатом и облачается во всеоружие Божье, чтобы мы могли устоять в день злой день именно сейчас. Мы должны побеждать, и мы будем побеждать. Сегодня у нас есть прекрасная группа молодых проповедников, каких не было никогда в истории. У нас есть молодые люди, которые не боятся ничего, молодые люди, которые ведут церкви и учат их, как побеждать. Отложите оборону и возьмите наступление. Настало время преследовать дьявола и преследовать грех. Дьявол усиливает свои атаки против церкви. Он приносит все виды разложения в наши дома, школы и города, и даже в наши церкви. Пора отвоевывать все это обратно. Настало время узнавать, где будет нанесен его следующий удар, и быть там раньше него, вместо того, чтобы после драки махать кулаками. Нам нужно задать вопрос: что мы можем сделать, чтобы победить дьявола? Этой книгой я хочу показать вам, как вы можете обновить ваше мышление и отказаться от пассивного принятия поражения, придя воинственным путем к победе. Когда генерал планирует новую битву, все изменяется. Он вырабатывает новую стратегию, чертит новые карты, подсчитывает необходимое количество людей и материалов, отдает приказы по переводу подразделений и оборудования на новые места. В твоей личной жизни, когда ты входишь в Новый год, все неумолимо изменяется. Ты должен писать новые даты на своих чеках. Каждый раз, когда ты пишешь письмо, ты подписываешь новую дату. Ты должен начать что-то новое. Правильное отношение к будущему сражению, будущему году или любому другому новому делу может стать самым важным первым шагом на пути, который приведет к победе. Итак, я хочу поговорить о 7 победных компонентах в отношении к жизни или в военных терминах, позициях, которые ты можешь занять, чтобы достичь победы на службе у Господа в будущем. Я также хочу показать тебе 7 проигрышных позиций, которые приведут к поражению. Мы верим, что настоящий день чрезвычайно важен. Многие верят, что мы живем в пророческое время. Церковь должна побеждать в грядущие дни. Каким будет новое движение Бога? Как ты можешь узнать новое направление, куда двинется Господь? Я думаю, что ключ в твоем отношении к Богу, что ты думаешь о Нем и что ты думаешь о мире, в котором ты живешь.